Смотрите в программе. Владимир Путин и Сергей Иванов обсудили перспективы алмазной отрасли в условиях пандемии. Правительство выделило средства на строительство жилья более чем 600 ветеранам. Якутские ансамбли выступили на 5-м международном фестивале народной песни «Добровидение» в Санкт-Петербурге. Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин в понедельник в Москве провел встречу с гендиректором «Алроса» Сергеем Ивановым. На встрече обсудили вопросы функционирования компании во время пандемии коронавируса. Президент отметил, что ювелирная отрасль оказалась в сложном положении и поинтересовался перспективами. По словам Иванова, с марта 2020 года компании совместно с руководством Якутии и другими органами были приняты меры по ограничению распространения коронавируса. Подготовили медицинскую инфраструктуру к поступлению первых пациентов. Компания инвестировала за время эпидемии уже более 800 миллионов рублей в мероприятия, связанные с поддержкой медицины и здоровья сотрудников. Иванов также подчеркнул, что «Алроса» продолжает оставаться мировым лидером по добыче алмазов. Что касается инфраструктурных, нам перейти с дорогой. В отличие от других алмазодобывающих стран, мы практически не приостанавливали добычу на наших подземных рудниках и открытых карьерах. Что касается инфраструктурных проектов, хотел бы, Владимир Владимирович, поблагодарить вас за то решение, которое было принято несколько лет назад по строительству нового аэропорта в городе Мирный. Мы вышли на модель, при которой аэродромную инфраструктуру финансирует федеральный бюджет, а аэровокзальный комплекс, ТЗК, сети финансируются за счет компании. Это хороший пример такого частно-государственного партнерства, где мы примерно пополам вкладываем с федеральным бюджетом. Мы также сейчас занимаемся газификацией наших северных городов, в первую очередь города Удачный. Это позволит нам перейти с дорогой электроэнергии на собственную газовую генерацию и повысить энергоснабжение, энергобезопасность наших северных районов. По решению Оперштаба Республики в указ главы Якутии о режиме повышенной готовности внесены изменения. Каких сфер это коснулось, знает Полина Долинская. 9 октября глава республики Айсен Николаев внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В связи с этим организациям, независимо от форм собственности, предписано еженедельно проводить генеральную и санитарную уборку помещения с применением дезинфицирующих средств. В предприятиях оптовой и розничной торговли, общественного питания, сферы услуг площадью свыше 400 квадратных метров дезинфицирующие мероприятия должны проводиться по понедельникам в первой половине дня с 8:00 до 12 часов с закрытием объектов. В предприятиях площадью менее 400 квадратных метров, а также в иных организациях дезинфекция будет проводиться по воскресеньям с 8 до 12 часов с закрытием объектов. Согласно, всем, будем говорить, приказам, указам, у нас проводится по торговому центру ежедневная в несколько раз обработка всех поверхностей, с которыми контактируют люди. То есть это и оборудование, и столы, и кассовые аппараты в зоне свободных, перемещений, это эскалатор, все кресла, где люди сидят. В общем, все это обрабатывается в течение дня несколько раз. Кроме того, по утрам все арендаторы обязаны, это по нашему внутреннему приказу, проводить дезинфекцию. Дезинфекция также проводится несколько раз в день. Кроме того, глава Якутии поручил Министерству предпринимательства, торговли и туризма Якутии и административным комиссиям муниципальных образований и городских округов ежедневно проводить контрольно-надзорные мероприятия в развлекательных заведениях и предприятиях общественного питания на предмет соблюдения всех мер Роспотребнадзора, а также на предмет соблюдения требований о приостановлении деятельности ночных клубов, караоке-залов и иных аналогичных объектов. С 9 по 11 октября 2020 года проведено 163 выездных рейда по объектам торговли, общепита, развлекательных центров республики. Выдано одно предостережение о недопустимости нарушения закона, составлено 10 актов комиссионного осмотра, одно определение, 23 протокола об административном правонарушении. Проведено 41 профилактическая беседа. В случае, если вы стали свидетелями нарушений на предприятиях торговли и организациях, связанных с обслуживанием населения, вы можете сообщить об этом по телефону горячей линии 8 914 267 48 95 с 9 утра до 7 вечера ежедневно.
Также на территории республики работает ряд телефонов горячей линии. По коронавирусной инфекции и работе медицинских учреждений можно обратиться по номеру 8 800 100 14 03. По вопросам профилактики гриппа 8 800 555 49 43. По вопросам трудовых отношений следует обратиться по номеру 8 41 12 50 80 75. По вопросам социальной защиты следует обращаться в Управление социальной защиты населения города Якутска, Нерюнгри, Мирного, Алданского и Ленского районов. В сложившейся ситуации в стране и республике сейчас самое главное – осознавать ответственность и проявлять сознательность. Ведь здоровье каждого из нас сейчас в приоритете. Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обнаружили образцы коронавируса нового типа в 134 смывов с поверхностей в больницах, магазинах и транспорте. В общей сложности было проведено более 100 тысяч исследований. При этом в продуктах питания образцы коронавируса не были обнаружены вовсе. Работа по данному направлению продолжается. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаев обнаружения новой коронавирусной инфекции в объектах окружающей среды, в том числе в водоемах, нет. Всего, по ее словам, было взято 3000 проб. Якутия получит почти 9,5 миллионов рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Всего регионам России правительство страны выделило более 1 миллиарда рублей на эти цели. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги поступят в 65 регионов. Дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий. Снегоуборочная техника выехала на улицы Якутска рано утром. Работы начались с 5 утра. В Якутдорстрое пояснили, так как осадки пока не очень интенсивные, ночью применять технику нерационально. Принято решение выйти на уборку утром в 4 часа. Все задействованные работники собираются на базе. С 5 утра выходят все имеющиеся техникой на маршруты. Уборка начинается с центральных улиц. Это проспект Ленина, улицы Пояркова, Дзержинского, Орджоникидзе, Петровского и так далее. Параллельно будет вестись подсыпка песком карманов автобусных остановок и перекрестков. Всего в работе будет задействовано около 100 человек. Открылась регистрация на студенческую олимпиаду «Я профессионал». Это масштабная образовательная платформа нового формата для студентов, обучающихся разным специальностям – техническим, гуманитарным, естественно, научным. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Победителей ждут денежные призы, стажировки и льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру или ординатуру. Якутяне традиционно активно принимают участие в этой олимпиаде. Что ждет соискателей в этом году, узнал Максим Кардозо. Студенческая олимпиада «Я профессионал» стартует в 4-й раз. В прошлом году на сайте проекта было зарегистрировано 670 тысяч заявок. В этом организаторы готовы побить новый рекорд. Этому поможет увеличение числа направлений. В этом году мы сильно приросли новыми отраслями, потому что у нас никогда не было авиастроения, и вот оно появилось. У нас никогда не было ветеринарии и зоотехнии, она тоже появилась, так же как гостиничное дело. Из совсем нового это торговое дело. Олимпиада проводится для студентов российских вузов. Зарегистрироваться могут даже первокурсники, но уровень сложности заданий рассчитан на учащихся старших курсов. Основная цель проекта – помочь талантливым студентам разных специальностей проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны. Победителей ждут льготы и дополнительные баллы при поступлении в магистратуру, аспирантуру или ординатуру, а также Олимпиада дает возможность начать карьеру в крупной компании. Соорганизаторами этой Олимпиады являются большие работодатели, большие промышленные компании, большие корпорации. И они смотрят на пул этих победителей, на списки, и потом уже могут обратиться к вам о прохождении стажировки в их предприятии и с последующим уже трудоустройством. В прошлом году тысячи якутских студентов принимали участие в Олимпиаде, причем среди них есть и всероссийские победители, которые стали лучшими из лучших, и они готовы поделиться своим опытом. В нашем направлении смотрели на то, как мы умеем писать, наши видеоработы, фотоработы, как мы умеем работать с сайтами, все это верстать, и по итогу отборочного тура я набрала 77 баллов, чему была очень рада, что мою работу так оценили, и в январе мне пришло приглашение уже на очное участие в Олимпиаде, которой я очень долго, кропотливо работала, потому что ту работу, которую мы должны были создать,
была именно аналитическая статья, аналитические жанры, что всегда очень сложно дается журналисту. В этот раз из-за коронавируса Олимпиада полностью пройдет в онлайн-формате. Это дает возможность поучаствовать сразу в нескольких направлениях. Например, в прошлом году очные соревнования проходили в разных городах, и студентам нужно было выбирать, куда именно поехать. Регистрация бесплатная и продлится до 24 ноября на сайте yandex.ru профи. А победителей объявят в мае. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва, Якутск. Юбилейный международный фестиваль народной песни «Добровидение» в Санкт-Петербурге собрал более 100 участников из Москвы, Читы, Омска, Японии, Сербии и Молдовы. Идея проведения фестиваля принадлежит певцам и общественным деятелям Иосифу Кобзону и Валентине Терешковой. Из-за ограничений по пандемии фестиваль «Добровидение» прошел в формате онлайн. Единственными зрителями концертных номеров стали медики Санкт-Петербурга. Музыкальную культуру народа Саха на фестивале «Добровидение» представили вокальные ансамбли из Амгинского района и Якутска. Помимо фестиваля, якутяне приняли участие в записи программы Первого канала «Играй гармонь». Мы не могли перенести этот фестиваль. Прежде всего потому, что в этом году мы его запланировали и проводим как фестиваль, посвященный великой победе наших отцов и дедов, 75-летию Победы. Переносить это было невозможно. Вот во время вот этой пандемии мы этот фестиваль посвятили подвигу наших врачей, которые спасают жизни наших и петербуржцев, и граждан всей страны и всего мира, находясь практически во фронтовых полевых условиях. В Санкт-Петербург мы приехали в первый раз в составе нашего коллектива из разных организаций, представители, медики, бухгалтера, экономисты, все любители, которые приходят в вечернее время после работы, приходят 2 раза в неделю заниматься от чувства любви к песне, к народной песне, к классике, к композиторской музыке. И мы приглашаем всех желающих приходить в такие коллективы, как наш Юрийский Нагор, «Мелодии Узора». На этом пока все. До встречи в эфире.